По состоянию на 8 февраля в республике функционирует 330 коек в 5 медицинских организациях. Все койки оснащены кислородом, 42 реанимационные, подготовлено 150 резервных коек для развертывания в случае необходимости. Задействовано 608 врачей, 937 сотрудников среднего звена, 256 из числа младшего медицинского персонала и 151 водитель автомобилей скорой медицинской помощи. Об эпидемиологической ситуации и уровне вакцинации в регионе на совещании доложила министр здравоохранения Ингушетии Рукият Таршхоева. В рамках вакцинации в республику поступило 10 362 дозы, из них 8 800 прибыли буквально накануне. Первым компонентом привились свыше 1500 человек, вторым больше 350. В своем выступлении руководитель региона в первую очередь поблагодарил всех, кто направил все свои силы и средства на борьбу с новой инфекцией. Можно и порадоваться, что у нас снижение вообще-то. И в целом хоть немножко на душе легче становится, а то я что не возьму, то огорчение. Сработали нормально в целом. Мы уже год живем под этой напряженной обстановкой с коронавирусом. Это беда. И все медики, имеется Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, все-таки на переднем плане, я скажу честно, самоотверженно делают свое дело и делали. Особенно благодарен врачам, которые находятся в красной зоне, сестренкам нашим этим медицинским, тем персоналу, который в целом там находится. Кроме того, хотел бы поблагодарить и волонтеров, помощников, которые и благотворительностью в этот период занимались. В общем, идет, вы знаете, системная работа. Сложно было и очень напряженно, но все-таки мы не допустили беду. И на сегодняшний день уже можно говорить, что мы такой пик прошли. Спад у нас заболеваемости есть. Число заболевших у нас за последние сутки составило всего 35 человек. Остается риск все-таки у нас высокий в любом случае. Обязательность вакцинирования врачей, то есть сотрудников, работников, обязательно надо это учитывать. Что врачи, то указание, которое есть, вакцинироваться, и специалисты, которые находятся в красной зоне, самое главное, на передовой, которые стоят, чтобы они не заболели. Давление на вас не должно быть. Если у нас врачи не болеют, это хорошо, но контроль за ними нужно делать. Нам не снизить темпы вакцинации, улучшить здоровье нашего населения. Мы все-таки выдержали эти перепады, у нас резких не было в республике. Мы смогли четко удержать ситуацию. Весь период эпидемии в республике коронавирусом заболело 14 238 человек. Из них выздоровело 12 414. Смертельных случаев 164. Амбулаторных больных 9 697. Сегодня на лечении в стационарах находится 223 человека. Из них 16 детей и 96 лиц старше 60 лет. В тяжелом состоянии 23. На ИВЛ 9 человек. Махмуд Али Калиматов призвал всех присутствующих к прозрачности в работе и трепетному отношению ко всем, кто обратился за помощью. Я вас прошу прозрачность выйти, прозрачность, работать с точки зрения порядочности и честности. Есть такие факты, я не обвиняю. Но когда я докопаюсь до них, уже будет поздно. Поэтому хочу, чтобы сегодня... Вы поняли, до обеда поработали на аппарате, а потом, говорит, сломался. Я предполагаю, пока это информация. Говорит, а куда мне идти? А вон туда иди. Те вопросы, которые я ставлю и задаю, я знаю на них ответы. Я знаю информацию. Просто я жду, может быть, осознают, может, поймут. Потому что опыт большой у некоторых врачей. Они говорят, они опытные, они говорят, да, у меня все налажено. Нет, не налажено. Он идет беспомощный. Он с радостью в больницу не идет. Он идет своей болячкой.
жить ему или умереть. Поэтому, если с точки зрения это вы не будете смотреть на людей и воспринимать их. Главврач у них друг там, так уже распахиваются и палаты там, все. А обычному человеку-то что делать? На задворках быть? Ля лахер. В управлении обращения граждан все жалобы, касающиеся здравоохранения. В части обследования. Я пришел, я пришла, а меня отправили на Кудыкину гору. Каждый раз, когда вы незаконно поступаете или неправильно, или нарушаете клятву Гиппократа, у меня просто некогда до вас там. Я просто набираю просто эти факты. А потом не один будет факт, много. И потом мне не говорите. Глава Азиант, вождянт, Азиандац, я факт. Поэтому к каждому человеку относитесь как к больному, потому что он приходит лечиться. В каждом человеке будете видеть своего родного человека, жителя, сестру, брата, в каждом человеке. Тогда вы будете понимать и ответственность на себя. Мы должны им способствовать, создать условия, все условия, чтобы они работали. Но и вы не использовали свое служебное должностное положение. Не используйте его. Оно не красит вас. За вашей работой, за вашими кабинетами, за вашими должностями, если вы не видите людей, зачем вы нужны? Вы не должны видеть кресло свое. Оно есть. Вам дало государство, кабинет, лекарства государство дает, все вам дает. Но это не вам. Вы за этим должны видеть жителей, больных. Вы не думаете, войнах, нахда, что? Тут должности, тут еще не знаем, кто министром завтра будет, а кто главой из нас, сидящих здесь. Понимаете? Тут по-житейски подходите, по-человечески. Тут не надо чураться. Я еще раз говорю, если мы все за своей работой не видим человеческую жизнь человека, жителей, все, что здесь есть, и этот кабинет сделан не для головы. Он просто удобно, чтобы мы собрались и что-то придумали и делали для людей. Все, что здесь есть. Удобный кабинет, да чего, а кабинет яцис. Это условия тебя создали, чтобы ты работал для людей. А все воспринимают по-другому. Нельзя. Обернитесь к людям. Обернитесь. У нас добрые, хорошие люди. Вот. Не злите их. В заключение Махмуд Али Калиматов призвал собравшихся активизировать ход прививочной кампании и сопутствующей ей информационно-разъяснительной деятельности, чтобы жители республики осознавали необходимость защищаться и всеми возможными способами предупреждать распространение коронавирусной кампании. Далее Асканова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.